Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Бомбардировка госпиталя «Врачей без границ» в Кундузе может быть признана военным преступлением. Об этом заявил комиссар ООН. Американское командование и афганские военные перекладывают ответственность друг на друга. Атаки на медицинские службы могут быть приравнены к военному преступлению. Таджикские полицейские создают музей наркоторговли. Журналисты нашей программы первыми познакомились с будущей экспозицией. Это очень искусная работа, это очень долго. Каждый из них нужно замаскировать таким образом, чтобы у людей не появилось подозрение. Россия начала обстрелы сирийской территории с Каспийского моря, а Турция готова сбивать российские военные самолеты-нарушители, залетающие со стороны Сирии. НАТО партнера поддерживает. Джихад объявляется России не как стране, а только российским военным, которые в Сирии. Шеф-баттл в Алма-Ате. Первое в истории Казахстана соревнование поваров, организованное пользователями Фейсбука. Все знают, какой тип мяса. Это тибон, это стриплойн, это вириска. Раньше ничего не знали. ООН может признать бомбежку госпиталя благотворительной организации «Врачи без границ» в афганском Кундузе военным преступлением, если афганские власти и командование американских военных сил в Афганистане не предоставят веских доказательств чрезвычайной необходимости этого авиаудара. Мы полностью осуждаем атаку на госпиталь в Кундузе. Как известно, это действительно был последний госпиталь, который функционировал в регионе. Атаки на медицинские службы могут быть приравнены к военному преступлению. Напомним, во время операции по вытеснению талибов из Кундуза американская авиация нанесла несколько ракетно-бомбовых ударов по госпиталю «Врачей без границ». В результате погибло 12 сотрудников и 10 пациентов. Десятки получили ранения, а госпиталь полностью уничтожен. Врачи пытались связаться с американским командованием и просили прекратить удары по госпиталю, но бомбардировки продолжались. Сейчас госпиталь, который был единственным современным медицинским учреждением на сотни километров, свернут, а врачи покидают Афганистан. Руководство организации заявляет, что им недостаточно извинений военных, и они требуют расследовать авианалет на госпиталь как военное преступление. Расположение госпиталя было прекрасно известно всем сторонам конфликта, оппозиционным отрядам и силам коалиции и афганским войскам. Мы сообщали им наши координаты. Госпиталь существует уже 4 года, и это достаточно большое здание, его прекрасно видно. Поэтому атака непосредственно на госпиталь, если не будет доказано обратное, означает военное преступление. Между тем, американское командование и афганские военные называют бомбардировку госпиталя трагической ошибкой и пытаются переложить ответственность за произошедшее друг на друга. В частности, накануне командующий американскими войсками в Афганистане Джон Кэмпбелл заявил, что удар наносился по просьбе афганских правительственных войск. Как стало известно, 3 октября афганские вооруженные силы сообщили, что противник обстреливает их позиции, и попросили войска США о поддержке с воздуха. Авианалет был направлен на уничтожение угрозы со стороны Талибана, но под обстрел случайно попали мирные жители. Это отличается от первоначальной информации о том, что целью бомбардировки были боевики движения «Талибан», которые вели огонь непосредственно по американским военнослужащим. Врачи без границ отказываются верить объяснениям военных. То, что они атаковали Талибан, не подтверждено, поэтому подобные заявления смешны. Больница была ограждена забором и хорошо охранялась. Внутри находились только наши врачи и пациенты, и они единственные, кто пострадал при атаке. Тем временем президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершил срочный визит к своему союзнику по ОДКБ Владимиру Путину в Сочи. Как заявили оба президента, это связано с обострением обстановки в Афганистане. Российские и таджикские военные сейчас находятся в состоянии повышенной готовности. Примечательно, что Рахмон полетел в Сочи в свой день рождения, отодвинув все торжества. Первым вопросом на переговорах стали возможные совместные действия России и Таджикистана на афганском направлении в случае, если обстановка в приграничных районах будет обостряться и дальше. Есть необходимость поговорить и по двусторонним отношениям, и по ситуации в регионе, которая, безусловно, нас беспокоит. Обстановка, ситуация ухудшается каждым днем в Афганистане. Практически
идут боевые действия на протяженности более 60% границы напротив таджикской стороны, сопредельной стороны. Нас это очень настораживает. Поэтому хотел бы сегодня при нашей встрече обсудить первый вопрос, именно вопросы обеспечения безопасности региона. Ситуацию на таджикско-афганской границе усугубляет наркотрафик. В год из Афганистана через Таджикистан провозится несколько тысяч тонн наркотиков. Все способы перевозки наркотиков, которые были придуманы контрабандистами за последние годы, теперь будут продемонстрированы в музее, который открывают таджикские полицейские. Первым посетителем будущего музея стал наш корреспондент Анушервон Арипов. Здесь на сегодня пока всего лишь 15 экспонатов, но я думаю, что в дальнейшем с пополнением, когда будут задерживать другие виды наркотиков, я думаю, что наша коллекция будет пополняться. Пока здесь не ходят туристы и посетители, музей еще не открылся и пустили сюда только съемочную группу настоящего времени. Решение о создании такого необычного музея было принято руководством агентства по контролю за наркотиками Таджикистана всего несколько дней назад. И сейчас собирают экспонаты. Я бы назвал самый банальный способ – это провести внутри обуви. Это самый древний способ. Еще в 30-х, 40-х годах прошлого века провозили наркотики внутри каблука. Одевали туфли на 2 размера, на 3 размера больше, и в оставшемся пространстве провозили, скажем, 100-150 граммов кокаина. Небольшие дозы запрещенных препаратов в обуви, предметах быта, детских игрушках, напитках. Вот самые распространенные методы контрабанды. Здесь, пожалуй, единственное место, где можно узнать о каждом в подробностях. Например, тут в бензовозе было обнаружено тайника, в котором было очень много, более 90 килограммов опия. Вот есть крупные партии фотографий, которые вот было задержано более 100 килограммов вида наркотик, героин. О крупных партиях, которые не выставить в музее, не поместятся, расскажет фотовыставка. Агентство их проводит регулярно по всей стране. На фотографиях тайники в транспорте, бензобаках и колесах автомобилей, крупных грузах овощей, фруктов, а также кадры специальных операций оперативного отдела. Но контрабандистов, несмотря ни на что, становится больше. Слишком уж выгодный бизнес. В Афганистане в год производят около 1000 тонн героина, килограмм которого можно приобрести за $3000. В таджикской столице он уже будет стоить около 4,5. А если переправить в Россию или Европу, то можно заработать до 20 тысяч. Но это очень искусная работа, это очень долго. Каждый из них нужно замаскировать таким образом, чтобы у людей не появилось подозрение. В музее уже появились уникальные предметы с необычной историей. Например, героин, спрятанный в финиках. Кропотливая работа, которая заняла у контрабандистов не меньше недели. Также очень сложно определить контрабандиста, который перевозит наркотики в желудке. Оперативники называют таких глотатели. За раз таким способом перевозят до килограмма героина в небольших самодельных контейнерах по 10-12 граммов из пищевого пластика или скотча. Но это еще и очень опасно. Случаев отравления при повреждении контейнера только в Таджикистане несколько десятков в год. Глотатели и правоохранители выявляют именно так. Наркокурьеры обычно не стоят на одном месте. Они тоже с каждым днем придумывают все больше и больше изощренные способы маскировки наркотиков. На вопрос, не станет ли музей мастер-классом для контрабандистов, сотрудники агентства ответили отрицательно. Экспозиция направлена на просвещение жителей страны, в первую очередь молодежи, что контрабанда и торговля наркотиками тоже убийство, и за каждым граммом стоит чья-то жизнь. Я думаю, что нужно сравнивать количество задержанных наркотиков с количеством доз и с количеством спасенных жизней. Потому что это может, если назвать сумму, скажем, на 1,5 миллиона, это может соблазнить каких-то других людей на легкие деньги, на какую-то наживу. И поэтому я думаю, что нужно всегда измерять задержанные наркотики в количестве доз и в количестве спасенных жизней. В этом году в Таджикистане уже более 2 тонн наркотиков изъяты сотрудниками агентства и других правоохранительных структур. Например, в тюрьмах страны более 70% женщин сидят именно за контрабанду наркотиков. В агентстве надеются, что данная задумка поможет удержать от нарушения закона хотя бы несколько человек, а это десятки спасенных жизней. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Иссык-Куль попал в зону экологического риска. Пляжи и дно озера наполнены мусором. Но еще острее стоит вопрос о состоянии водоочистных сооружений. Построенные еще в советское время, сейчас они не справляются с функцией полноценной очистки воды.
Чем грозят эти проблемы популярной зоне отдыха? В репортаже Жибек Бегалиевой. Трусы, иногда даже зубы вставные, да? А еще зонты и даже пляжные лежаки. С дна Иссык-Куля каждое лето поднимает тонны мусора. Кыргызские экологи бьют тревогу. Пластик в прибрежной зоне нарушает кормовую зону местной фауны. И хуже всего ситуация обстоит на так называемых диких пляжах. Впрочем, мусор вокруг озера – это только верхушка айсберга. Гораздо серьезнее стоит вопрос очистных сооружений. На установку автономного очистного сооружения Акжолтой Насердинов потратил $200 000. Такие деньги для владельцев большинства пансионатов слишком неподъемны. Бизнесмены боятся не выплатить кредит. Налоги, электроэнергия, расходов много. В некоторых пансионатах очистные сооружения есть, но оно старое, советское, модели Q200. Их срок эксплуатации давно истек. О степени запущенности экологических проблем красноречивее всего говорит состояние городского очистного сооружения. Всего в 5 километрах от прибрежной полосы, там, где точно не ступала нога ни одного туриста, самая большая головная боль местных властей. Все нечистоты с курортного городка Чолпон-Ата должны проходить очистку здесь. На деле система просто механически перегоняет содержимое из одного отсека в другой. По правилам, после прохождения через 3 фильтра с помощью аэробных бактерий жидкость должна пройти биологическую очистку. Но этого не происходит. То есть, попросту говоря, происходит первичная очистка и все. Сточные воды после этого даже не хлорируются и попадают прямиком в местные сады. Средств на ремонт системы канализации в местном бюджете нет. Решить проблему очистных сооружений экологи требуют как можно раньше. С каждым годом количество отелей в Чолпон-Ате растет. И уже сейчас рассчитанная на 50 000 человек городская канализация обслуживает в 10 раз больше людей. Жибек Бегалиева, Азат Антымаков. Для настоящего времени из Кыргызстана. Далее в программе. Россия начала обстрелы сирийской территории с Каспийского моря, а Турция готова сбивать российские военные самолеты-нарушители, залетающие со стороны Сирии. НАТО партнера поддерживает. Джихад объявляется России не как стране, а только российским военным, которые в Сирии. Шеф-баттл в Алма-Ате. Первое в истории Казахстана соревнование поваров, организованное пользователями Фейсбука. Все знают, какой тип мяса. Это тибон, это стриплойн, это вириска. Раньше ничего не знали. Министерство обороны России объявило о ракетном ударе по позициям так называемого исламского государства из акватории Каспийского моря. Со слов министра Сергея Шойгу, удар наносился с расстояния в 1500 километров крылатыми ракетами «Калибр». Между тем, Турция заявляет о том, что она готова ответить на нарушение ее воздушных границ российскими военными самолетами, которые несколько раз залетали на территорию Турции во время своих авиаударов по противникам Башара Асада. Союзники Турции по НАТО выразили поддержку Анкаре. Турецкие власти неоднократно критиковали проведение России авиаударов в Сирии. Кроме того, стороны конфликта, противостоящие правящему режиму, подтверждают удары российских сил по своим позициям. Рассказывает из Стамбула Шахида Якуб. В разговоре со мной представители религиозных вооруженных группировок, сражающихся против правительства Асада на территории Сирии, вчера подтвердили тот факт, что российская авиация наносит авиаудар именно по их позициям, и они несут тяжелые потери. Один из представителей такой организации, Джейш Ислам, сказал, что они объявляют джихад в присутствии российских военных на территории Сирии. Он сказал, что джихад объявляется России не как стране, а только российским военным, которые в Сирии. С момента начала гражданской войны в Сирии в США переехали около 1500 человек. Не так давно госсекретарь Джон Керри объявил об увеличении квот на прием беженцев с 70 000 до 100 000 человек к 2017 году. Вопрос мигрантов сейчас активно используют и кандидаты в президенты, и не все из них поддерживают нынешнюю политику в отношении сирийских беженцев. Асмат Халил Дадо был доволен жизнью в родном Алеппо. По его словам, работа водителя автобуса позволяла ему обеспечивать семью из 6 человек. Все изменилось с началом гражданской войны 4 года назад. Каждый день на нас падали бомбы с самолетов, вертолеты сбрасывали бочковые бомбы. Мы не знали, когда будет следующий удар. Семья Дадо, как и миллионы других в Сирии, приняла решение покинуть страну. Одежда на них самих и небольшая ручная кладь – все, с чем они уезжали. У нас просто не было выбора. Это решение было самым трудным за нашу жизнь, поскольку мы понимали, если мы уедем, мы уже никогда не сможем вернуться.
Просьба семьи Дада о предоставлении убежища в США была удовлетворена. И в этом году вместе с группой других беженцев из Сирии они переехали в Иллинойс. Чикаго – крупный иммиграционный центр страны. Штат Иллинойс в среднем принимает порядка 2000 беженцев ежегодно. Сюзанна Акрас возглавляет НКО «Сирийская община», организацию, помогающую беженцам из Сирии интегрироваться в новое общество. Акрас уверена, что в следующем году в Иллинойс приедут именно сирийцы. Я уверена, что мы, американцы, обладаем добрым сердцем, и мы хотим помочь беженцам начать новую жизнь здесь, среди нас. Однако с ней согласны не все. Я довожу до сведения тех людей, которые приезжают из Сирии в рамках этой массовой миграции. Если я выиграю, то вы отправитесь домой. Я обещаю. Несмотря на то, что вопрос о мигрантах остается острым на предвыборных дебатах в США, семье Дада возвращаться уже некуда. Люди нуждаются в передышке после ужасов войны. Им нужен покой. Им надо вернуться к воспитанию детей, к нормальной жизни, к школе и домашним заданиям, заняться собственным трудоустройством. Семья Асмат надеется, что обретет все это в общине иммигрантов из Сирии здесь, в Чикаго. Пропагандистский подход к картине мира иногда дает сбой у всех участников информационных войн последнего времени. На этот раз это случилось в Украине, где местные телеканалы выпустили в эфир сенсационные репортажи о так называемой деревне Ватников. Как утверждали журналисты, под Киевом находится село, в которое по техническим причинам не доходит сигнал украинских телеканалов. Зато там без помех смотрят российские, а жители деревни зомбированы их пропагандой и мечтают стать сепаратистами. Как выяснилось, что это совсем не так, и сенсация оказалась масштабной уткой. Целая деревня сепаратистов всего в 200 километров от Киева. Такая новость в эфире одного из телеканалов слегка шокировала. Ведущая рассказывает, российская пропаганда уже поглотила не одну деревню страны. Новость быстро подхватывают еще несколько СМИ. Целые деревни в центре и даже на западе Украины вполне под влиянием российской пропаганды. Причина проста – украинский телесигнал туда не доходит. Речь идет о деревне Пески-Удайские Полтавской области. Журналист, пообщавшись с местными жителями, утверждает, люди смотрят исключительно российские телеканалы. На каждом доме спутниковая антенна. Украинское телевидение дециметровые антенны не ловят. По странному стечению обстоятельств в селе нет ни одного мобилизированного, ни добровольца, ни хотя бы волонтера. Побывать в этой деревне решила и наша съемочная группа. Первое, что мы увидели, и правда были дома со спутниковыми антеннами. Однако общаться с нами люди не хотели. Первая согласилась говорить местная жительница Ольга. Говорит, украинские телеканалы у нее есть. Про те, чи дивитеся ви українське телебачення? Наше же лучше, конечно. Наше телевидение лучше, конечно. Что ж, Россия. Я не знаю, что говорят на российском. Я последние вести не смотрю. Не нравятся они мне. Почему жители так неохотно общаются с прессой, узнаем от местной учительницы Зинаиды Коваленко. Дело в том, что то, как показали нас, как ТСН сделали, то уже возникают сомнения, как наши делаются новости. Разные телеканалы у нас есть, украинские тоже показывают, а то показали такую информацию. Мы думаем, им задана была такая тема, им надо было снять такой сюжет. Они приехали, сняли и все. Чтобы доказать, что и вправду смотрит украинское телевидение, Зинаида приглашает в дом. Из первых 20 телеканалов российских только 2. Председатель села рассказывает, спутниковые антенны в деревне установили еще лет 10 назад. Село в яме, сигнал слабый. Село в яме находится, сигнал слабый. Плюс далеко от ретранслятора. Я не скажу, что он в идеале когда-то был. Поэтому люди нашли выход и перешли на спутниковое телевидение. В Министерстве информационной политики говорят, в некоторых областях российский сигнал действительно сильнее украинского. Он достает почти на 50 километров в приграничных зонах. Во всех регионах, которые граничат с Россией или с Приднестровьем, или с Крымом, естественно, мы сейчас с этими областными администрациями работаем. Не отрицают, что есть и белые пятна в вещании. В основном без украинских телеканалов уже лет 50 горные села на западе страны. Есть проблемы с сигналом и в некоторых населенных пунктах, но налаживать вещание в этих регионах будут позже. Сейчас задача номер 1 – восстановить украинский сигнал на Донбассе. Ирина Любич, Аскольд Серко. Настоящее время. Киев.
В Алмате прошел первый казахстанский шеф-баттл. Это конкурс профессиональных поваров, придуманный и организованный пользователями Фейсбука. Они считают, что профессионализм казахстанских поваров несправедливо занижен, и подобные конкурсы могут наглядно показать все достоинства кулинарной профессии, рассказывает Дмитрий Беляков. Мы сегодня имеем такую большую радость организовать, открыть и провести первый казахстанский шеф-баттл. 36 лучших поваров собрались в Алматы, чтобы определить сильнейшего в первом казахстанском шеф-баттле. Регламент простой. Участие принимают шефы, работающие в казахстанских ресторанах. Соревнуются они с помощью черного ящика, содержащего неизвестный набор продуктов, которые нужно использовать в блюдах. За участниками наблюдает жюри, состоящее из международных судей. 45 минут на то, чтобы придумать, приготовить и представить уникальное блюдо из заданных ингредиентов. Непростая задачка. Наравне с маститыми шеф-поварами, чья униформа украшена бесчисленными значками и медалями, на ринге можно встретить и достаточно молодых ребят. Алматинец Азамат Рахметуллаев 3,5 года назад закончил технологический университет и за это время дорос до позиции су-шефа в одной из гостиниц южной столицы. Он искренне считает, что традиция приглашать в дорогие заведения иностранных шеф-поваров скоро канет в лету, и их места займут подрастающие местные кадры. Ни разу я не видел столько именитых поваров Казахстана на одной арене. Я считаю, что это очень важное событие не только для Алматы, для всего Казахстана, для молодежи, для продвижения этой профессии, для развития культуры именно еды в нашей стране. О развитии ресторанного и гостиничного бизнеса, а также о профессиональном росте поваров в Казахстане многое может рассказать ресторатор Джорджо Палацци. Джорджо очень известен среди алматинских шеф-поваров. Его итальянские рестораны считаются одними из лучших в стране. На соревновании он, как и несколько его маститых коллег, скорее выполняют роли приглашенных звезд, для того, чтобы молодым кулинарам было на кого равняться. Раньше, 10 лет назад, когда вот эти ребята ушли в школу, ничего не знает для интернациональной кухни, только домашний, только знаешь, как режет лук, как сделать борщ, как сделать манти, пельмени, курдак. Но сейчас это очень-очень большая разница. Все знают, какой тип мяса, это тибон, это стриплойн, это вириска. Раньше ничего не знают. Вместе с профессиональными судьями конкурсантов оценивают и участники Facebook-сообщества «Ресторанная критика Казахстана». Они выбирают победителя с точки зрения гостя, посетителя ресторана. По сути, первый казахстанский шеф-баттл родился и осуществлен именно пользователями социальных сетей. На днях в группе критиков появился пост, в котором качество местных поваров принижались по сравнению с экспатами. Модератор сообщества Юрий Пааль предложил открытое соревнование через черный ящик. 35-тысячная группа мгновенно отреагировала. Сейчас молодежь стремится попасть в юристы, экономисты, финансисты, куда угодно. Сидеть в офисе, заниматься какой-то такой беленькой работкой и как можно, чтобы меньше их трогали. Я хочу, чтобы профессия повара даже на ступеньку выше этого стояла, потому что это ремесленник, тот, который не только своими руками может делать, но и своей головой, и имея при этом талант. Портрет казахстанского повара сегодня выглядит так. Это молодой парень, 30 лет, получивший местное образование и нуждающийся в поддержке опытных коллег и мастер-классах. Организаторы баттла планируют собирать лучших кулинаров республики 2 раза в год. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и на сайте Current Time TV. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.